После заявления министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу о замедлении темпов роста китайско-турецких отношений, посол Китая Шаобин встретился с журналистами и дал оценку отношениям двух стран. Шаобин подчеркнул, что власти не против, если посол Турции в Пекине посетит Восточный Туркестан. Далее цитата. «Мы искренне хотим пригласить турецкую сторону в Синьцзянь. Гости должны вести себя в соответствии с чувствительностью этого региона», предупредил Шаобин. Посол отметил, что в основе турецко-китайских отношений нет разногласий и подчеркнул, что китайская сторона искренне стремится развивать отношения с Турцией. Шаобин также напомнил о сообщениях СМИ об экстрадиции уйгурских турок, о соглашениях по правовой помощи и отметил, что этническая принадлежность и религия преступников не будут рассматриваться. В своем заявлении ранее Чавушоглу сказал, что Турция не отдаст ни одного уйгура Китаю. Быстрое увеличение числа случаев заболевания COVID-19 в Китае вызывает беспокойство во всем мире. Майк Райан, директор программы неотложной медицинской помощи Всемирной организации здравоохранения, заявил, что у ВОЗ нет точной информации о том, являются ли данные, опубликованные в Китае, точными. Ранее сообщалось, что Германия будет требовать тестировать пассажиров, прибывающих из Китая, из-за увеличения числа случаев заболевания COVID-19. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и премьер-министр Госсовета Китая Ли Кэцян договорились об укреплении сотрудничества между двумя странами. Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, Шахбаз Шариф провел подробный телефонный разговор с премьер-министром Госсовета Китая Ли Кэцян. Шариф заверил Ли Кэцян, что Исламабад обеспечит китайским инвесторам полностью безопасную и благоприятную деловую среду. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что по запросу посольства Турции в Вашингтоне они будут использовать фразу «Turkey» вместо «Turkey» в официальной переписке, поскольку власти Турции недавно утвердили новое написание названия страны. Спикер парламента не был избран в 8-м туре голосования в Палате представителей Нижней палате Конгресса США. На третий день голосования лидер республиканского большинства Кевин Маккарти не получил достаточной поддержки для избрания главой палаты. Впервые за последние 100 лет в Палате представителей США спикера не избрали, поскольку не был достигнут кворум в 7 голосов. После напряженности, вызванной падением обломков ракеты в спорных водах Южно-Китайского моря в ноябре 2022 года, Китай и Филиппины договорились о создании системы предупреждения между двумя странами о появлении обломков.